Предприниматели и компании Коми подписали более 1500 дополнительных соглашений на сумму свыше 190 миллионов рублей по отсрочке, освобождению либо снижению арендной платы за госимущество или землю. Антикризисная мера поддержки, принятая в регионе еще в период первой волны коронавируса, продолжает действовать и сейчас. Алексей Корчма узнал, на какие бонусы и кэшбэки продолжает рассчитывать бизнес. Кафе, рестораны, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры, большие компании и малые фирмы в первую волну коронавируса надолго потеряли своего клиента. Некоторые были вынуждены закрыть свое дело либо сменить профиль. В перечень наиболее пострадавших от пандемии вошли 12 отраслей экономики. Владимир Уйба, назначенный на должность руководителя региона в самый пик пандемии, принимает экстренные меры. Льготы, отсрочки по обязательным платежам, освобождение от арендной платы и другие меры поддержки бизнеса дали результат. По итогам года в Коми число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства не то что сохранилось, а оказалось даже на 200 больше, чем прекративших свою деятельность. Несмотря на то, что 2020 год стал настоящим вызовом для этой категории бизнеса, благодаря серьезным мерам поддержки, объем которых вырос в прошлом году с 9,3 раза по сравнению с 2019 годом и составил 5,5 миллиардов рублей, ситуацию удалось удержать. Выступая на заседании Президиума Госсовета Коми, Владимир Уйба рассказал, что принятые в 2020 году меры поддержки и направления дальнейшего развития позволят большинству предпринимателей республики сохранить свой бизнес и деловых партнеров. Ключевыми звеньями в системе поддержки малого и среднего предпринимательства остаются региональные институты развития, Центр «Мой бизнес», многофункциональный центр, организации кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди новых мероприятий по развитию и поддержке МСП будут следующие. Снижение ставок по федеральной программе льготного кредитования. Сегодня уже она снижена до 7%. Создание совместно с Российским экспортным центром комплексной программы поддержки экспорта. Поддержка самозанятых граждан, в том числе посредством нового режима налогообложения и путем предоставления информационной, конституционной, образовательной, имущественной и льготно-кредитной гарантийной поддержки. И в качестве еще одного нового направления планируется поддержка по выдаче грантов в виде субсидий социальным предпринимателям Республики Коми на реализацию новых социальных проектов. Значительная докапитализация региональных кредитно-гарантийных организаций позволила максимально снизить ставки и упростить условия получения заемных средств. Объем выданных в прошлом году микрозаймов увеличился на 50%. Полностью за счет средств региона, это 160 миллионов рублей, создана лизинговая компания, через которую предприниматели могут приобретать технику и оборудование по льготным программам. Велики шансы, что интересы республики поддержат на федеральном уровне. На встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Валентиновичем Мантуровым я обратился к нему с просьбой поддержать инициативу по внесению изменений в федеральный стандарт фонда именно для Республики Коми в части дополнительной поддержки республики как геостратегического региона, а именно изменить уровень софинансирования по совместным займам с ФРП в соотношении не 70/30, а 90/10. Соответственно, 90 федеральные средства, 10% региональных, республиканских. Как отметил глава Коми Владимир Уйба, изменение уровня софинансирования для геостратегических регионов позволит увеличить объем средств для оказания поддержки промышленным предприятиям с 666 миллионов рублей до 2 миллиардов. Это будет важной мерой, направленной на выполнение задач развития, в том числе и арктической зоны в Республике Коми. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.